несколько равнинных достопримечательностей и горных, которые должен посетить каждый приезжий в Ингушетию. Разработкой своего веб-сайта Ясмина Кузькова занималась 2 недели. На одной странице девятиклассница показывает красоту горного края региона. Акцент она решила сделать на красивые башенные комплексы и старинные храмы, пережившие не одно столетие. Большинство наших достопримечательностей горные и труднодоступные, поэтому я упомянула Тхаба-Ярды, горный курорт Эрзи, мемориал памяти и славы. Очень надеюсь, что конкурс пройдет весело, и я встречу тут людей, которые увлекаются тем, что и я. Конкурс достопримечательностей Ингушетии, стартовавший в регионе 2 недели назад, собрал 30 конкурсантов. Все они учащиеся из различных школ. Задача – разработать веб-сайт, который расскажет о самых разных достопримечательностях республики, которые могут увидеть как жители, так и гости региона. Ребята представляют сегодня свои сайты одностраничные на тему достопримечательностей Ингушетии, которые разработаны как раз-таки исходя из стандарта одной страницы, то есть чтобы пользователь мог в лаконичном и понятном виде найти, что ему посетить в Ингушетии, где он может поесть, поспать и так далее, то есть какие услуги он может здесь приобрести и где он может как раз-таки получить те впечатления, которые можно получить в республике. А вот Магомед Амин Баттыков показал Джейракский район и с башенными комплексами, а также отдых на равнинной части республики. Это отели, рестораны с национальной кухней. Не забыла я краткой характеристики к каждому объекту. Бонусом прикрепил информацию о культуре и обычаях родного края. Над сайтом без перерыва работал 2 недели. Сайт шикерді, дұққыйуая соқ, ирін ағын сәрінде цвяғал сутич. Халқыр бұқтеге ақчола бәзім бұсы, учхаваш, учмелду дуаш дишатас, сайперу яхагеуш. Приглянувшиеся достопримечательности участники выбирают сами, как и дизайн сайта. Белый шрифт на синем фоне и никаких лишних красок. С точки зрения туриста, решившего выбрать для путешествия нашу республику, сайт создал и Каир Джандигов. Я не хотел загружать туристов мелкими достопримечательностями, я не хотел им давать альтернативу Википедии. Я хотел собрать все самое важное, сжато, чтобы человек пришел на сайт, посмотрел все основное, и если ему уж понравится, он найдет информацию без проблем, то, что ему нужно. Основные комплексы башенные, храмы, главное это то, что в Магасе башня Согласия и аллея славы в Назране. Организатор конкурса – Центр культуры, спорта и туризма. Совместно с региональным координатором проекта «Код будущего». Архитектура, природа, национальная кухня, обычаи и традиции Ингушского края. Конкурс достопримечательностей Ингушетии призван привлечь новых туристов в республику. Определят победителей конкурса заказчики веб-сайта, а это Центр культуры, спорта и туризма. Из этих работ заказчик выбирает победителя, который получает 30 000 рублей. И выделившиеся участники уже получат призы и награды от передовых информационных систем, дополнительные награды. Это все будет на втором этапе, на этапе награждения. Сегодня будет только презентационные работы, и победитель будет объявлен в течение недели или 2 недель. Кроме денежного приза, дизайн победителя украсит сайт Центра культуры, спорта и туризма. Там же будут указаны его контакты, чтобы в будущем потенциальные заказчики могли пользоваться услугами веб-разработчика. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.